Татары говорят друг другу, конечно же, не только «исянмисыз». Ведь нас очень много, и самых красивых татарских приветствий тоже немало. Итак, как еще можно здороваться по-татарски? Очень популярное татарское приветствие – это «саумысыз». Оно встречается и в Заказании, и в Закамье. И даже среди татар Башкортостана и где-нибудь в Ульяновской области вам скажут примерно так же «саумысыз», «саулармысыз». Основа всех приветственных обращений – это интерес к здоровью, к самочувствию человека. «Исәнмісіз», «исәнлігің нешік», «саумысыз», «саулармысыз», «саулығың нешік», «ни хәл», «ни хәлләрегез бар», «хәлләр нешік». «Насельсинез», так спросят крымские татары или турки. Кто-то скажет, что это мало понятно, но интуитивно вы все равно поймете, что речь идет о вашем состоянии. А сибирские татары вовсе прямо спросят вас, все ли хорошо. «Яхшымысыз». Конечно, любой легко ответит на такое приветствие «Яхшы». Но разнообразие татарского мира не ограничивается только этими словами. Конечно, все знают про традиционное мусульманское приветствие «Ассаляму алейкум», на который знающие татары ответят «Ва алейкум ассалям». Таким образом, как бы возвращаешь это доброе приветствие обратно своему собеседнику. Действительно, до революции 1917 года мусульманское приветствие имело широкое распространение в татарской культуре. Есть оно и сегодня, что очень хорошо. Но как же быть с доисламским татарским миром? Как они тогда здоровались? «Саумысыз», «Яхшымысыз», «Саулармысыз». Возможно, в употреблении были все эти слова, но есть еще одно, немного забытое, красивое слово для татарского приветствия. Это «арумысыз». Арума, сестра! Корень слова «арумысыз» – «ар». Переводится «ар» с древнетюркского языка как «сила». То есть человек, спрашивающий «арумысыз», интересовался, есть ли у собеседника сила. Вспомните другое татарское слово «ару» – «уставать», «орадым» – «я устал». А еще есть татарское слово «ора», «оралар». Можно перевести и как «расстояние», и «отношения». Например, «оралар бузулды» – у нас испортились отношения. «Ора ярак» – далекое расстояние. Шурашулар көтмим, берни үмітим, бары сағынам. В целом, татарский глагол «оралашу» означает как общение, так и поддержание взаимоотношений. Нельзя не заметить и то, что слово «ар», «ора», «ару» созвучно с такими словами из других тюркских языков, как «ру», «эру», «эру», то есть род или племя. Логично, что сила у древних тюрков ассоциировалась и с родовыми понятиями. Сегодня приветствие «арумысыз» иногда можно услышать из уст пожилых татар в некоторых татарских деревнях. Судя по всему, во времена серьезной исламизации татарской культуры в XVIII-XIX веках это слово было немного вытеснено из обихода, но, к счастью, не утеряно окончательно. Откуда-то из глубин татарского подсознания в ответ на «саумысыз» может вылететь у собеседника автоматическое «арумысыз». Внезапное пробуждение татарских архетипов в таком случайном разговоре завораживает и уносит в великую степь. Есть арумысыз и у степных крымских татар, и у крещенных татар. «Арумысыз туганнар», говорят они. Православная культура дала кряшинам новые правила вероисповедания, но мало изменила древнетатарские, тюркские пласты их культуры, так же, как у якутов, хакасов и у других народов. Но это уже немного другая история, а пока ару сау болығыз, бикнік арымағыз, аралашырға ұнытмағыз.
Все.